Всем привет из солнечного Крыма, из Ялты. Сегодня маршрут дня у нас в Гурзуф через Никиту. Сейчас центр Ялты, район Набережной. Что-то там роют впереди. Вот тут яма. Давай, братан, газуй. Ремонты идут по всей Ялте. То там плитку перелаживают, то там асфальт меняют, то там где-то во дворах, по центральной улице, по Московской плитку перелаживают. Подъемчик небольшой. Сейчас мы едем в сторону Никиты через Массандровский пляж и набережную. Она по правой стороне от нас. Такие тут улочки. МТБ режим у нас стоит. В тот раз мне хватило одного аккумулятора до Гурзуфа доехать и потом еще подняться вверх к трассе, и я потом уже переставлялся. Как будет сейчас, посмотрим.
направо к Массандровскому берегу. Хорошо идет машина. На MTB вообще средний такой режим. Если ехать на какие-то расстояния там километров 40-50, вот на MTB можно спокойно ехать. Ну, турбо можно использовать. Вот, например, вчера я катался в Никиту, и с Никиты в Газпру. Там что-то, ох, тут пылюгана. Что-то там получилось. О, пропустим, пускай едет. Что-то там получилось у меня вчера 36 километров или 35. Вот, я на турбо все время ехал. Тут стройка идет. Строят будут какой-то гостиничный комплекс, парк, наверное, или чисто гостиничный комплекс без парка. Парк вон дальше, с левой стороны. Массандровский. Май месяц. Фу, пылюган. Пускай едет. Он стоит, экскаватор. Там он льют бетоны. Все. Тут он с левой стороны гостиницы две новые построили. Крутые. Рядом с Ялта Интуристом. Он Ялта Интурист. Все, едем дальше в Никиту. Выезжаем с Ялты. Пойдем. Симферополь налево. Ну, это налево, если это на трассу выезжаешь в сторону Алушты. Ну, то есть можно поехать в Гурзуф по центральной улице Ялты, с Ялты там выехать и на трассу до Массандры и дальше уже. Вот. А можно поехать через Никиту. Вот мы едем в сторону Никиты. Небольшой курортный поселочек. Раньше мы, когда в Ялту приезжали на отдых, когда были малыми, всегда с Ялты на машине ездили в Никиту, потому что было там меньше всего людей. Ялта была забитая, все пляжи забитые. Вообще была жесть.
И мы в Никиту почти каждый день на вот пляж ездили. Здесь везде галька. Это, конечно, блин, песочных, песчаных пляжей нету. Одна галька, что в Ялте, что в Никите. Ну, полностью по ЮБК. Галечные пляжи. Песчаный пляж только в Феодосии, понятно, там есть не в самой Феодосии в центре, а там, где Золотой пляж, рядом с Феодосией, Береговое, Приморское, вот. Потом в Орджоникидзе песчаный пляж, в Коктебеле пару пляжей есть песчано-галечных, галька потом там идет. Вот. И все, ну вот это Судак песчаный, но там не желтый, не белый песок, а серый песок такой, кварцевый. Вот. И потом уже дальше за Судаком поселки, там Морское, что-то там еще там. И потом уже все пошло. Район Алушты, поселки всякие, типа как Солнечногорская, Рыбачье. Вот. Там уже тоже везде начинаются галечные пляжи и тянутся до Алушты сюда, до Ялты. И тут в Ялте везде, в Семиизе, там, в Мизхоре, в Алупке, везде галька. Но природа здесь фантастическая, бомбезная. И горы, вот что. ЮБК — это горы и природа. Какая-то гостиница интересная. Кто-то сзади едет. Давай, обгоняй уже. Мы не спешим. А он туда поехал вниз куда-то. Так, одного деления нету. Все уже зеленое такое. Красота. Сейчас будет море видно. Но оно тут везде видно море. Только надо выбрать место. Строят какой-то домик. Забор уже поставили. Вон море там. Вон красота. Это уже, по-моему, Никита. Девчонки, спортсменки, продажа.
Продажа. Он там вверху, забыл, как оно называется. Какой-то не памятник, а как-то архитектура как-то называется. Вон красота. Подъем пошел. У нас на спидометре 27. Переключимся на большую звезду. Тут подъем пожестче пошел. Сзади машина едет. Слышим звук. Этот микроавтобусик. Нифига. Что-то бетономешалка стоит. Что-то мешает. Готовится. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Красота он. Деревья. Новый комплекс он построили. Один, второй. Там у них спортплощадка прям с видом. Там ценники, я думаю, приличные. Будут сдавать апартаменты. Вот она, Никита. Сейчас будем проезжать Никитский ботанический сад. Вот он здесь, Никитский сад, а сюда направо мы ездили на пляж. А нам дальше надо ехать, подниматься вверх к Никитскому этому, как он там называется,
Никитская стела, о. Сейчас тут пойдут подъемы вверх. На самый верх. Вот он с левой стороны Никитский ботанический сад. И мы сейчас будем подниматься, и это вся с левой стороны территория, это все ихняя. Оно с самого низа и тянется аж туда наверх. Вон какая красота. Опа, 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 опа. Пошли подъемы. Сейчас попотеем. Затерянный мир. Что-то там было написано. Какой-то детский, видно, типа зоопарка, что ли. Мини-зоопарк. Опа, опа, опача. Сзади маршрутка едет. Вот он, Никита, сад Никита, с левой стороны от нас. Вот машины стоят, парковочка тут. Горы впереди, зеленые горы, а вот и сад, центральный вход. Машины есть, как бы стоят. Вон церковь, вон церковь. Так, мопеды стоят на обочинах. Нам дальше топить наверх. Время у нас 3:30. Выехали мы чуть-чуть с опозданием. Но ладно. Сейчас все равно темнеет 8-10. Так что у нас туда и назад времени у нас вагон. Так, дальше. Поднимаемся вверх. К самой стеле нам надо выехать. Покрутим в гору. Отдыхает кто-то на велосипеде стоит. А вон какая красота. Ох, цвет такой насыщенный. Кто-то крутит, он еще впереди. Ага.
Тяжко. Приветствую. С этими, с баулами, по ходу дела, со всеми причиндалами. Так, ну все, почти вот выехали к Стелле. Уже таких подъемов прям не будет. Сейчас будем по трассе мчать. О, скорость пошла уже другая. Пошла скорость под 40. А то ползли как черепахи. 20, 18, 15 там. Сейчас по трассе притопим. Так, 9 км уже проехали. 3 деления. На одном делении должны домчать до Гурзуфа. А там посмотрим. В тот раз мы ездили, было прям жарко. Вообще жарко было. В этот раз как бы не так жарко. Ну, посмотрим, в общем, да. Сколько хватит. Ну, одного аккумулятора точно нам с головой доехать. Вот Стелла уже здесь. Никиты. Красота он такая. Зеленые горы. Класс! Так, ну все. Выезжаем на трассу. Давай, БМВ. Газуй! Газуй, Вася, газуй! Троллейбус. Еще один автобус. И прям прижимаются. Есть же места еще полно. Асфальтик новый. Алушта 22. Но нам в Алушту сегодня ехать не надо. Вон уже видно Гурзуф, Медведя. Вон горы впереди. Красотень. Красота, ляпота. Так, ладно. Пошли на подъем. Ха. «50». Разогнались на подъеме.
Вот сюда мы сейчас завернули. Посмотрим на виды. Правда, тут все заросло. Не увидишь, наверное. Нет, можно кое-что рассмотреть. Вот такая красотища. Ладно, едем дальше. Тут уже до Гурзуфа рукой подать. Торгует он луком. Ялтинский лук. Сладкий-сладкий. Спуск. Можно педали не крутить. Наслаждаться живописным спуском. Так, спуск заканчивается. Начинается ровная дорога. Заправка. Что там бензин? 55-85. 95-й. Нам заправляться не надо. Мы заправлены полные баки. Только в одном баке сейчас у нас осталось 3 деления. Надо бы подзарядиться. Так, сейчас будет скоро на заправке поворот на Гурзуф. Надо будет его не прозявать. А, это там дальше. Это еще не здесь. Эх, красотища какая! Обалдеть! Это вид на все 200. Шикардос. Так, все, вот поворот наш на Гурзуф. Набережная Пушкина направо.
Повернули на Гурзуф. Здесь он смотровая площадка. А ну-ка сейчас свернем мы сюда на смотровую. О, сторож. Привет, сторож. Молодец, молодец. А ну-ка, что там у нас? Что-то он мусор. Вывоз мусора. Сейчас покажу вам красоту. Ты мой краш. Фантаж. Вот такая красотища здесь. Смотровая площадка такая. Медведь-гора Гурзуф. Набережная там он. Скалы он такие в море образовались. Обалдеть, виды отсюда. Спускаемся в Гурзуф, к морю, к набережной. Франциско. Так, у нас 14 км уже получилось с Ялты. 14 километров в Гурзуф. Вон виды. Виды на море, только уже деревья их закрыли. Красота. А впереди вообще тоже бомба. Вот на те самые горы, на самый верх мы поднимались на электровелосипедах. С самого низа, с трассы, можно сказать так, и на самый верх. И практически везде мы едем, крутим педали, практически везде. Пешком идем вообще редко. Там только в некоторых местах. А так там везде подъем, и мы везде едем. Красота вот такая здесь у нас. Заснять. Ох, красота. Красота, красота, ляпота. Все, хватит снимать. Поехали на пляж загорать. Ха. Едем на пляж загорать и купаться.
Гостиничный комплекс слева. Так, пропускаем. Пускай едет. Мы не спешим, а такси спешит. Так, нам здесь налево сейчас. Где там указатель дальше? А вот он здесь. Вот нам здесь налево. А здесь направо. Здесь он поставили такие штуки. В том году их не было. Чтоб всякие левые не заезжали. Гостиница здесь с правой стороны. Одни гостиницы. Гостиницы. Пансионаты и гостиницы. Сейчас мы проедемся сперва по правой стороне до самого конца, а потом по левой стороне до конца набережной. Посмотрим, как идут подготовительные работы к началу сезона. Вот такая красота, море. На пляже люди отдыхают, фоткаются. Тут он еще закрыто, купальники. Он какой-то... А, он жилой комплекс там дальше, квартиры, апартаменты. А это какой-то квартиры обычные, наверное, с правой стороны. Тепленько, однако, возле моря. Кафешки еще не все открытые. Чебуреки у нас. А у вас? А у нас в квартире газ. Ой. Так, ага, тут надо будет сейчас где-то подняться. Ладно, там сейчас до конца проедем. Разворот, тут тупик. Вот такая красота. Солнышка нету, где-то солнышко спряталось. Вот какая-то кафешечка. Непонятно, работает или нет. Здесь вода, он вообще чистая. Только там такие камни. Огромные просто булдыжники. Сейчас проедемся дальше, посмотрим, что там.
Водичка там такая чистая. Солнца только нету. Загорать. Все равно люди на пляже есть. Загорают. Сейчас мы развернемся тут. Малой на велосипеде катается по набережной. Ну, хоть и солнца нету, но градусов, наверное, не знаю, градусов, наверное, 18 есть. Собаки. Что вы там нашли? Траву жуют. Наверное, траву жуют. Ой, красота какая, горы какие. Притопим. Где мы тут поднимались, спускались, здесь. Оп. Оп, оп, оп. Да, красота. Красят заборчики, готовятся. 11 мая сейчас у нас, кстати. Экскурсия по Гурзуф. Собака спит. Тут, кстати, кофе тоже есть. Можно будет взять кофе сейчас, попить кофе. Здрасте. Сделать просто кофе латте
Стаканчик средний. Такой или какой? Вот, который средний, да. Что-то на десерт, сэндвич. Да, на десерт, сейчас скажу, не работает ничего еще здесь. Все пока закрыто. Вот кафешку какую-то открыли. С видом на море кафешечка. Чаи продают. Баня есть. Прям на набережной. В баньку, а потом на море. Кофеек тоже. Да, плитку тут надо перелаживать. Место для купания. Так, сейчас посмотрим здесь у нас что. Здесь какие-то сувениры продают. А здесь люди отдыхают. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Ну здесь вот так вот пляж закрыт. Красота, ляпота. Голуби бегают. Красили что-то. На обратном пути заедем здесь, заснимем. Сувениры продают он. Голубь между отверстиями. Вот и конец набережной. Экскурсии, Гурзуф тур, Гурзуф Маратур. Так, тут никого. Пляж закрыт. Все, выезжаем с Гурзуфа и едем в Ялту. Да, плиточка много на набережной, что же надо перекладывать. Побитая.
У нас 3 деления. Конфету сейчас возьмем. 3 деления и 17 километров 700 метров. Поднимаемся вверх к трассе. Получается, может даже и одного аккумулятора нам хватит в Гурзуф и назад. Сзади машина. Две машины. Подъемы пошли на самый верх. Одни подъемы. Сюда был спуск постоянно с трассы почти. А назад одни подъемы. Пушка заряжена, не стреляют. Пушка заряжена, не стреляют. Опустили. А, они же были вот эти опущены. Так, этот товарищ что-то... Куда он едет? Топим, топим, топим. В гору, в гору, в гору. На МТБ режиме. О! Еле поднялись. Я в тот раз приезжал, брал кофе в другом месте. Такое было невкусное, а вот здесь по центру набережной прикольная. Такая кафешка, как в Ялте на набережной. Гостевой домик такой вот. Милиция. Пока, Гурзуф. До новых встреч. Так, пока 3. Сейчас до смотровой поднимемся. Будет 2 деления. Что-то на Ланосе стоит.
думает. Что-то стоит, думает. Какой-то санаторий с правой стороны. Не успел прочитать название. За высоким забором. Мошки всякие летают. Получается, в Гурзуф через Никиту и назад 35 км. Получается так. Два деления. Переключилась. Ну, какие горы впереди. Красотища. Да, жарковатенько, однако, если крутить в горку часто. Так, сейчас надо на трассу выехать. И там уже по прямой до Никиты. До Никитской Стеллы. А на Стелле повернем налево. О, доехали до смотровой первой. Женщина стоит, наслаждается. Вон горы, красота. Красота, ляпота. Сейчас бы в горы, конечно, рвануть, да, по лесу. Только у нас на ремонте колесо заднее для гор. Втулка на ремонте. А на этом у меня колесо заднее почти лысое. Там осталось протектора чуть-чуть. Так, что-то тут, конечно, выехать проблематично.
Нам надо сейчас сюда сперва выехать, вот так вот, раз, вот так вот.